Друзья, рад вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам прогноз на неделю с 3 по 9 февраля 2020 года для раков. На колоде Таро посмотрим работу, отношения, финансы. На колоде Цыганский оракул посмотрим совет на неделю. Так, первая карта для раков. Основные энергии недели, основные события, самое главное влияние, которое будет на судьбу раков оказываться. Отличная карта, туз пентаклей, новые возможности замечательные. Две карты на отношения для тех, кто в паре, для тех, кто ищет партнера. Три карты на работу для тех, кто имеет работу, для тех, кто ищет работу и для тех, у кого свое дело. Финансы. Первая карта, туз пентаклей, говорит о том, что будут замечательные возможности. То есть открываются просто перспективы самые драгоценнейшие, ценнейшие. То, что для вас больше всего, важнее всего было, оно начнет, вернее, не начнет реализовываться. Реализовывать вы сами только можете, а предоставится вам шанс для того, чтобы реализовать все то, что вы считаете главным в своей жизни. Для кого главные отношения будут там перспективы, для кого главная работа, финансы, да, вот будут перспективы в той сфере, которые для вас самые важные и приоритетные. Если, допустим, для кого-то сфера развития важна, обучение, значит, здесь будут изменения, возможности, причем возможности к росту, к стабильности, к материализации. То есть у нас были какие-то желания, которые, может быть, долгое время не реализовывались, а вот теперь появляется возможность в материальной форме их проявить. Замечательная карта говорит о том, что могут решаться вопросы с недвижимостью, с работой, деньгами, могут решаться вопросы, связанные с самооценкой. В общем, очень важная неделя с большими возможностями. Желательно их не упустить, потому что тузы – это всегда кратковременные влияния. Они даются на короткое время. Если мы их не используем, то шанс исчезает. Поэтому это очень важно использовать эту возможность. То есть вот эта карта говорит о том, что эта неделя очень может вашу жизнь, во-первых, поменять, во-вторых, вы сами можете воздействовать на свою судьбу. Для тех раков, которые имеют пару, выпадает карта старшего аркана «Справедливость». И эта карта говорит о том, что будут решаться какие-то очень важные вопросы в вашей паре. То, что связано с, может быть, обустройством жилья, недвижимостью, может быть, поступлениями денег в вашу семью, да, может быть, здесь будут решаться какие-то вопросы юридического характера, какие-то документы могут быть задействованы. Для кого-то это может напрямую регистрация брака, либо кто-то может получить свидетельство о рождении ребенка. В общем, какие-то бумаги важные для вашей пары. Кроме того, карта справедливости. То есть здесь нужно действительно действовать очень осторожно. Все наши действия, они закладываются надолго. Да? То есть то, что мы совершим на этой неделе в отношениях, определит нашу судьбу, наши отношения в будущем. Также карта говорит о том, что могут быть какие-то подарки, могут быть какие-то предложения касательно вашего благополучия совместного. Вообще карта очень хорошая. Она связана также с красотой, она связана с уютом, да, то есть вот если у вас есть возможность отдохнуть, насладиться покоем, да, вот дома побыть на этой неделе в обществе друг друга, то замечательная возможность. Ну, вообще нужно, конечно, поступать очень справедливо, взвешивать каждый свой шаг, потому что действительно очень важная, это кармически важная неделя. А ошибки, они будут иметь последствия, конечно же. Для тех, кто ищет партнера, выпадает четверка жезлов. Карта говорит о том, что ваши желания, ваши действия дают результат. Четверка жезлов – это всегда карта такого триумфа, победы, да, когда мы получаем то, что хотели, то, что желали. Здесь у нас урожай, то есть наш вклад
он не просто так был, действительно как бы собралось уже достаточное количество наших действий, вложений, да, и мы получаем результат, который радует и нас, и близких. Эта карта очень часто описывает также и свадьбу. Если, допустим, вы встретите на этой неделе партнера, то этот человек может действительно надолго с вами остаться и действительно стать вашим супругом. Здесь вот на карте изображен и дом, здесь люди другие, то есть у вас как бы и близкое окружение здесь может формироваться, да, то есть, может быть, это будут вы будете знакомиться с людьми, которые знают ваших друзей или ваших близких, или вхожи в ваш дом. Может быть, это какой-то общий праздник, на котором вы можете познакомиться, или даже свадьба, да, кто-то идет на свадьбу и там знакомится со своим будущим супругом. А здесь вот у нас арочка такая на карте. Арка – это всегда у нас как бы вход в иное измерение. То есть как будто бы у нас один период жизни заканчивается, новый начинается. И мы очень рады этому. Хорошие очень перспективы для раков свободных на этой неделе, чтобы встретиться с партнером. Восьмерка мечей для тех, кто имеет работу, говорит о том, что, возможно, будет очень много препятствий каких-то для того, чтобы вы чувствовали себя комфортно. Скорее всего, вы уже много сделали, вы как бы имеете хороший опыт в данной деятельности, возможно, и цели у вас хорошие, возможно, и с людьми вы умеете ладить, но вот в данной ситуации, на данной неделе могут быть такие вопросы, которые вы просто не знаете, как решить. Карта говорит о том, что нужно, во-первых, верить в себя, в свои силы, не нужно сдаваться, не нужно как бы расписываться в собственном бессилии, не нужно впадать в состояние жертвы. Если, допустим, начальство вот вас как-то критикует, да, нужно обязательно с достоинством держаться, отвечать. Вы в любом случае эту ситуацию можете разрешить только одним способом, когда вы поверите в себя, когда вы точно знаете, чего хотите. Вот, допустим, в данной ситуации не знаете, воспользуйтесь помощью других людей, воспользуйтесь информацией, своим опытом, как-то поддержите себя. Вот здесь, смотрите, девушка, она не просто с завязанными руками, там, глазами и так далее, она как бы сложила руки, то есть не нужно складывать руки, не нужно опускать руки в данной ситуации. Это кажется только, что ситуация какая-то безвыходная. Кроме того, красный плащ говорит о том, что нужно действовать, а девушка тут стоит, да, то есть она бездействует. Вместо того, чтобы как-то поддаваться каким-то негативным эмоциям, страхам, неуверенности в себе, надо просто действовать, и тогда вопрос решится. Для тех, кто ищет работу, карта силы говорит о том, что вы действительно найдете на этой неделе работу, трудоустроитесь. И это место работы, оно действительно вам подходит. Это то место, где вы можете проявить себя в полной мере, все свои способности, таланты, умение ладить с людьми, умение справляться с какими-то большими проектами, показать себя, как бы, может быть, даже это место управляющего, как сказать, не место управляющего, место руководящего какого-то работника. В общем, здесь действительно вот осуществляются все ваши мечты. Но, естественно, и оплата здесь соответствующая. Если не сразу, то как проявите себя, сразу у вас появится и оплата достойная или повышение по службе. Для тех, у кого свое дело, королева кубков выпадает. Карта больше располагает к отдыху или к анализу каких-то своих ошибок, к поиску ответов на какие-то вопросы. Вообще у нас здесь деятельность обсуждается, да, а здесь кубки, то есть чувства, эмоции и так далее. То есть здесь действительно, может быть, будут какие-то ситуации, когда либо стоит просто отдохнуть, либо уметь договариваться с людьми, понимать их, входить в положение. Это могут быть либо люди, с которыми вы работаете, это ваши работники, ваш коллектив, либо это могут быть клиенты, партнеры и так далее. То есть здесь вот важно понять и действовать с помощью интуиции. Также карта говорит о том, что могут очень как-то
быстро события сменятся, и вы не успеваете реагировать, не успеваете правильно оценить. Может быть, трудно вам как-то переварить то, что происходит. И, может быть, в такой ситуации вот можно обратиться либо к психологу, либо к человеку, который занимается там эзотерикой, да, то есть для того, чтобы какую-то ясность внести в ситуацию, для того, чтобы подтвердить свои догадки. То есть вы сами тут, в принципе, можете все это рассудить, но иногда вот важен взгляд со стороны человека-специалиста в этой области, в области подсознания, психики и так далее, да, психологии. Вот это, конечно, карта может говорить и о том, что могут какие-то ситуации быть обмана. Будьте аккуратны, если вдруг вы действительно кому-то насолили, то как справедливость к вам придет как бы в ответ что-то, да, то есть какая-то неприятность может быть. В общем, нужно быть осторожными, не очень-то доверять свои какие-то сокровенные там планы, мысли, желания. О деньгах тем более не стоит говорить всем и каждому, да, особенно здесь у нас могут быть какие-то там посиделки с друзьями, товарищами, да, тут здесь, возможно, выпивка, да, и здесь, конечно, нужно быть осторожным, следить за тем, что вы говорите. Можно как бы все секреты свои высказать. Давайте посмотрим финансы для раков на эту неделю. Императрица — замечательная карта, которая говорит о том, что действительно материализуются ваши какие-то самые заветные мечты. Посмотрите, здесь сама неделя говорит о том, что будут возможности, да, о финансах вы даже можете эти возможности уже реализовать. Карта, конечно, очень хорошая. Будете довольны, у вас финансы будут в избытке, скорее всего, возможности будут приходить, вы сможете правильно всем распорядиться. Скорее всего, даже будут возможности для роста финансов, для каких-то прибылей, подарков. Может быть, вопросы решатся с недвижимостью, какие-то домашние вопросы, да. Очень тут хорошо все с финансами, будете довольны. И возможности есть. Если, допустим, кто-то предлагает вам помощь, человек, который сам хорошо зарабатывает, который сам владеет, может быть, какими-то навыками, да, то есть нужно действительно соглашаться на помощь, на партнерство, в общем, на любое взаимодействие. Очень хорошо это будет. Для раков совет от цыганского оракула. Выпадает карта. Так, вверх ногами. Выпадает карта «Деньги». То есть, действительно, вся неделя говорит о том, что будет возможность заработать. Но вот в то же время опять совет какой? Часть денег нужно сохранять, либо хранить подальше от чужих глаз. Часть людей нужно использовать. Но использовать как? Все рассчитывать. Знать, что куда уходит. Может быть, что-то нужно вложить для того, чтобы была прибыль. А что-то нужно там на расходы. В общем, здесь действительно должно внимание уделяться на этой неделе деньгам. Может быть, будут какие-то крупные покупки, и вам нужно действительно собрать нужную сумму. Совет с деньгами вам везет на этой неделе. Поэтому вот все возможности у вас есть. Кроме того, эта карта может говорить не напрямую о деньгах, а о каких-то важных вещах в нашей жизни, о ценностях. Опять же, ценные отношения будет вести в отношениях. Ценная работа, деньги будет вести в этих во всех сферах. Карта говорит о том, что все, что связано с ценностями на этой неделе, все идет к вам в руки. Самое главное, вы не забывайте инициативу проявлять, не забывайте принимать возможности и все контролировать. Друзья, желаю прекрасной недели, желаю, чтобы только самое лучшее сбывалось, чтобы все вот эти возможности, которые к вам приходят, они были реализованы. Всего вам доброго, до новых встреч!